Так, всем приветик. Трое уже смотрят, да? Такие у нас рождественские посиделочки домашние, новогодние. Никуда ходить не хочется. На улице у нас дубак. Там под минус 50 где-то так. Туман, холод. Ну, 50, наверное, я загнул, но 43-44 точно. Точно есть. Поэтому Мова Плей. Привет, помнишь меня, корабля из корабля Якутск? Сложно не припоминаю Мова Плей. Напомни. Так, такая вот фоновая музычка. Сегодня у нас будет вот такая небольшая коробочка здесь. Так, музычку я тут приглушу, чтобы сильно не отвлекала, не бренчала. Коробочка с магнитиками. Магнитики эти, ну, сами понимаете, да, крепятся на холодильник там или еще куда. Ну, как правило, на холодильниках или на какую-то металлическую поверхность. Вот посмотрим, какие магнитики есть. Ваши следы это были, да? Ну, понятно, да. Помню, комментарии, да, писали. Лайчочки ставим. Так, ну что, тут прилично их, поэтому не знаю, как у нас это все дело вообще длится, сколько будет, сколько этот стрим продлится. Ну, потихонечку начнем смотреть, что за магнитики, с каких городов, стран и так далее. Как, зачем? Ну, это история, где были, что видели. Поэтому как? Память, в общем-то, интересно вспоминать. Поэтому я бы не сказал, что это как бы много. Но их, да, много. Много. Даже для этого я придумал, что вот распечатал карту вот России, да, чтобы знать, где этот магнитик. Я буду отмечать здесь карандашиком там или фломастером. Ну, у меня не тормозит, от Wi-Fi работает. И карта мира тоже, поскольку тут есть с каких-то других стран магниты. Поэтому посмотрим. Так, поэтому кому интересно будет, смотрите, заходите. Так, куда мне эту штуку-то поставить? Передвинуть тяжесть эту. Оба! Ну и тяжесть. Так. Не сильно мешает, наверное, да? Так, хорошо. Ну, давайте начнем с первой буквы алфавита Анапа. Ну-ка, вот такую штуку здесь нашел. Подставка под телефон. Вот так, если ставить ее, видно? Нет. Не... Как это? Так вот может, да? Чуть-чуть послабее света. Так, по-моему, ярко уже, да? Угу. Поближе бы ее к этому, да? Вот так, наверное, я буду держать. Угу. Город Анапа. Это набережная. Там такой крутой берег, вот маяк стоит. Если кто был там, знает. Этот маяк в этом месте был. Там высокий берег, по-моему, если туда дальше идти, будет пляж Высокий берег. Галечный пляж, но в Анапе вообще там же пляжи какие? Там и песчаные есть. Ну, в основном песчаные пляжи. Очень популярный курорт среди населения. Так, давайте вот так вот. Анапа, да? Все-таки бликует, да? Надо яркость поменьше сделать.
Или верхний свет убрать? Все равно верхний, да? Толка нету. Или вот так сделать? О, как-то так, да? Так, вот здесь вот елочки у нас для того, чтобы было новогоднее. Так вот, музычка новогодняя. Так, или мне, наверное, какую-то сюда, я думаю, коробочку, да, поставить. И с этой коробочки уже показывать, да? На эту коробочку поставить ту коробочку, эту подставку. И будет все окей. Так, где тут у меня такие коробки-то были? Сейчас посмотрим. Положу с вашего разрешения. Из-под обуви, да? Хорошая. Коробочку сейчас из-под обуви какую-нибудь я тут найду. Чтобы чуть повыше было. Чуть повыше. Так, вот здесь, да? Вот. Возьмем. Сейчас я. Сейчас. Фу. Так, все в пыли. Извиняюсь тут. Так, что-то она некрасивая. Вот так вот ее сделать. Так, ну-ка. О, как. Во. Смотрите. Что значит коробки? Коробка никогда не лишняя не бывает, да? Смотрите, их прекрасно все видно. Так, город Анапа. Отмечаем на нашей карте. Так, где он? Здесь Анапа. Это же Краснодарский край. А, вот. Вот здесь вот. А, здесь ни черта не видно, слушайте. Просто на Краснодар. Ну ладно, я на этой области буду отмечать. Хотя бы. Возьмем с вами. Так, что лучше взять? Ручку или карандаш? Ручку возьму. Ну, примерно в этом месте я буду отмечать Анапа. Ставим точку. Такую точку поставил. Ой, упала. Анапа у нас упала. Вот, видите, синенькая поставил ее. Мы будем не по порядку, да, там, а в произвольно все это делать. Так, город Анапа, курорт, всем известный. О, так, у меня тут какие-то даже грязные есть, да? Видно будет, грязь не будет. Не сильно видно. Байкал. Ну, на Байкале, наверное, тоже многие были, да? Кто был, ставим лайк. Байкал. Вот я, смотрите, какую жирную точку на Байкале поставил. Тут мы видим, значит, это любовь, видать. Любовь. Люблю Байкал, да? Так, дальше. Минеральные воды. Минеральные воды. Где у нас минеральные воды? Так, минеральные воды. Это у нас тоже Краснодарский край, да? Правильно, я не ошибаюсь. Или Ставрополье. Ой, это как она называется? Сейчас. Это карта плохая, да? Видать, придется мне все-таки... Сейчас я вот здесь буду на этом смартфоне, на другом, смотреть, где это находится. Так, так, тихо, орет. Так, минеральные воды. Кто знает, пишите, какое это. Минеральные воды. Так.
Ставропольском крае. Но я говорил же, Ставропольский край, минеральные воды. Здесь мы что видим? Такое вот, как это у них называется, да, такое сооружение. Это, видать, при въезде в минеральные воды, да, и какую-то гору на фоне. Минеральные воды. Ставропольский край. Так вот. И всемирно известный курорт. Там лечат, насколько я знаю, разные болезни желудочно-кишечного плана. Минеральная вода даже... Так, Ставропольский. А где здесь Ставропольский край на этой карте? Он рядом у нас с Краснодаром, да? Ростовская. А вот здесь вот. Вот я понял. Ставим точку. Так, ставим точку. Ставропольский край. Дальше. Конаково. Конаковская ГРЭС. Вот, смотрите. ГРЭС. Конаково. Конаковская ГРЭС. Кто знает-то? Никто не смотрит. Ладно. Конаково. Я уже стал забывать, что здесь, что где находится. Конаково. Найти. Тверская область. Тверская область. Вот на карте посмотрим. Сейчас я вам покажу, где это. Он душит, да? Вот где это. Конаково. Так, яркость поярче сделать надо, да? Вот как сделаем сейчас. Конаково. Вот оно, Конаково, где станция Конаково. О, боже мой, что он мне выводит? Конаково. Вот. Дубна, короче, здесь рядом. Вот, понятно, где это? Это выше Москвы, Конаково. Так, ставим отметочку. Так, а какая область-то вообще? Так, так. Тверская область. Вот это где. Тверская область. Ну, короче, у меня такая вот дурацкая карта. Что тут ни черта не разобрать. Зря я ее такую распечатал. Ну ладно, будем вот здесь вот точку ставить. Тут еще не догадаешься, блин, где что. Дальше. ГРЭС изображена, видно, да? Такая вот Конаковская ГРЭС на реке. Дальше. Домодедово. Ну, это-то все знают, да? Домодедово. 1947 год. Что такое 47 год? Домодедово у нас это Подмосковье. Там аэропорт. И вот такая фотография. Смотрите, удобно даже, да? Так подносишь и видно хорошо. Это храмы. Город Домодедово. Вот там такие храмы есть. Так. Домодедово. Вот тут я буду сбоку Москву, короче, ставим точку. Дальше. Давайте вот я так сделаю. Вот эти старые... Ой, игрушка свалилась. Елочные. Так. Я эти, которые показал, вам буду в отдельную коробочку ложить. Их много. Надолго. Все это занятие, я думаю. Так, дальше. Я случайным образом выбираю с этой коробки большой утриш. Ну, большой утриш это где? Это под Анапой. Вот тут даже видно его. Видно, да?
Большой Утриш. Вот это марина, где яхты стоят. И вот там сам дальше поселочек небольшой такой. И, видимо, там вот вдалеке такая, видно, да, как это, полоса, да, такая, как будто бы такой полуостров или что там, там маяк стоит. Ну, кто был в Большом Утрише, ставьте лайк. Интересно. Большой Утриш. Интересное тоже курортное место такое. Короче, это рядом с Анапой. Надо точку ставить. Там недалеко, сколько-то километров, 10 или 15 от самой Анапы. Два лайчочка, один смотрит. Хорошее место такое, кстати, если кто не был, съездите. Дальше. Город Хабаровск. Ну, это мы резко перемещаемся на Дальний Восток России. Дальний Восток. Город Хабаровск. Вот такой покоритель дальневосточного края Хабаров. Именем его назван город Хабаровск. Так, если на карте посмотреть Хабаровск, у нас он будет вот здесь вот. Видно, да? То есть, если вот здесь Москва, то Хабаровск у нас за вот Байкалом, вот перед Владивостоком получается. На реке Амур он стоит, город Хабаровск. Делаем отметочку. Но этот памятник стоит прямо возле железнодорожного вокзала. Если кто был, знает. Такой вот памятник покорителю Сибири Хабарову, основателю города Хабаровск. Остров Веры. Ну вот кто знает, где этот магнит, да, привезен, значит, остров Веры. Где это остров Веры? Вот кто мне скажет? Остров Веры. Ну, пока тем образом. Остров Веры. Это на юге, я подскажу. Так, слушайте. Мясо. Так. Да. Видите-ка. Так. На карте мне ничего не дало. Посмотрим. Если кто знает, где остров Веры находится, пишите. Вот такое там сооружение какое-то. Археологический заповедник. Где находится археологический? Озеро Тургаяк и остров Веры. Вот. Сейчас. Урал. Это на Урале. На Урале остров Веры. Урал. А Урал у нас большой, да? Так, карты откроем. И на картах мы посмотрим, где этот остров Веры. Остров Веры на озере Тургаяк. Вот. Я нашел его. Возле Миаса. Возле Миаса находится он. Челябинск, Миас. Вот там вот он. Озеро Тургаяк. Остров Веры. Сейчас я вам покажу. Такой небольшой экскурс географический. Видно, да? От озера Тургаяк и остров Веры прямо на нем. Вот на нем археологический заповедник. Вот, видно, да? Вот рядом с Миасом. Миас, видно, да? Так, если мы дальше умечаем. Челябинск, Екатеринбург. То есть это южнее Екатеринбурга у нас получается. Вот. Кустанай. Тоже Казахстан, да? Так что находим Миас, Челябинск и ставим там Челябинск.
Челябинск. Смотрите, какая большая у нас страна. Вот. Вот я галочку поставил. Вот здесь вот. Смотрите, где. Вот, видно, да? О. Вот тут вот. Остров Веры. Интересное место. Кстати. Кто не было, побывайте. Дальше. О, какой магнит большой. Тяжелый, вернее. Тяжелый магнит. Так, поближе. Берем, показываем. Камбоджа, Анкор. Вот это храм Анкор. Древний храм, там сколько-то тысяч лет. Вот такая вот рельефная штуковина. Смотрите, да? Объемная. Туда магнитик. Хороший, кстати, магнитик здесь. Прочно так приклеен. На некоторых магниты отлипают очень быстро. А здесь он какой поближе. Привет, привет, Уфе. Вот стримчик запилил по магнитам. Изучаем географию онлайн. Вот, магнит с Камбоджи, Анкоридж. Храм древний с Анкориджа. Так, надо отметить. Теперь мы берем... Привет, Уфе. Привет. Так, Анкоридж, где у нас? Вот отдельно я распечатал. Это получается рядом с Таиландом где-то, да? Мьянма, Лаос, Таиланд, Камбоджа. А, вот она, да? Вот. Вьетнам, Камбоджа, вот. Получается. Камбоджа. Точку ставим на карте. Камбоджа. Кто не был, съездите в Камбоджу, когда пандемия это кончится. Будет, надеюсь, интересно всем там побывать. Такие древние, там вот эти вот храмы, вот это все такое древнее, все такое, короче, аутентичное. Так, дальше. Памс. Владивосток. Мост на остров Русский. Вот, построен в 2012 году к саммиту, азиатскому саммиту. Вот такой вот остров. Ой, что я говорю, не остров, а мост на Вантовый мост. Один из крупнейших мостов вот, вантовых. Он соединил остров Русский с самим Владивостоком. До этого там была чисто паромная какая-то переправа. Так, ставим, берем карту России, Владивосток. Тут, наверное, я думаю, Владивосток все знают, да? Край России. Вот такая вот лапа медведя, если смотреть, да, если медведь, вот хвост его, вот это лапа медведя. Вот он на Европу смотрит, вот его пасть здесь, глаз Москва, и он прямо на Европу. Мишка. Так, Владивосток, мост на остров Русский. Шикарное зрелище, конечно, там под ним еще, когда проплываешь, тоже такие непередаваемые ощущения. Дальше идем. Так, вот такой магнитик у нас. Брест. Ну, это Беларусь, да? Все знают, да? Памятник тысячелетию города. Вот. Беларусь. Тоже интересный город. Красивый, спокойный, тихий. Так, Беларусь. Беларусь. Польша. Вот. Точечку ставим на западе Беларуси. Памятник тысячелетия города. Вот такой вот там. Кто был, тот знает, да? Так, дальше. Павловск. Ну, это уже сами знаете где. Или не знаете. Город Павловск находится... Сейчас мы пробьем, чтобы не ошибаться. Я сразу ввожу. Павловск. Павловск. Пушкинский район, Санкт-Петербург, Россия. Вот там такие места.
интересные. Короче, рядом Павловский парк. Ну, жили цари, поэтому там дворцов очень много, всяких музеев и так далее. Вот мы видим там музейная группа, куча людей и какой-то ангел. Дальше переходим. Азовское море. Да, такое интересное море, Азовское. Я на нем был, как бы там ракушечник, очень много ракушечника, и оно очень такое теплое и мутное. Теплое. Волны тоже, да. Были мы там в Азове, в Ейске. Ну, там пляжей-то толком никаких нету, но вот, чтобы посмотреть, как бы, интересно на этот городок, можно съездить туда. Можно в Крыму, кто был, там, значит, есть тоже возможность оттуда, с Крыма на Азовское море съездить. Тоже есть красивые места. Так, дальше. Томская область. Ну, это Сибирь. Тут видим мы шишки кедровые. Вот она область. Томск. Тоже давным-давно была она основана. Герб Томской области. Лошадка вот такая вот. Так, ставим отметочку. Томская область. Кстати, интересный магнитик. Давайте рассматривать более подробно. Он сделан из дерева. То есть здесь выжжено вот это все, вот эти названия, да? А это приклеено сюда. Такие вот вставочки. Прикольно. С магнитиком. Стрелочка 0 смотрит. Так, ну вот это догадайтесь, где такая скульптура стоит. Воронцовский дворец. Воронцовский дворец. Такая девочка, значит, это у нас Алупка, да? Правильно? Крым. В Крыму. Воронцовский дворец. Так, где у нас здесь? Вот. Вот здесь видно, да? Какая большая страна у нас. Вот даже на карте сложно. Это надо каждую точку, большую карту, по сути дела, чтобы все эти города, поселки какие-то были там видны. Дальше. Опс. Евпатория. Ну, Кошак. Такое старое здание видим. В Евпатории много таких вот зданий. Вообще город очень древний. Сколько-то там тысяч лет ему. Интересный для туризма. Так. Ну, у нас, короче, весь будет. Я не буду даже ставить, наверное, да? На карте отмечать Крым, потому что будет много магнитов. Коломенская. Ну, тут где Подмосковье, да? Коломенская у нас. Такой храм. Магнитик тоже интересно сделан. Он не просто вставлен, да? Он получается с одной стороны полностью магнит, а с другой такое вот покрытие с материала. Но он прочный, он не гнется, слушайте. Просто так. Коломенская. Подмосковье. Так, ой, Антон Павлович Чехов. Ну, это... Где он жил? Ну, конечно, в Ялте, да, у него был дом в самой Ялте. Это, кстати, этот магнитик оттуда.
Там и есть памятник Чехову в Приморском парке, кто был, знает. Также у него дача есть в Гурзуфе, которую он завещал своей жене. Очень красивое там местечко в Гурзуфе, где у него эта дачка. Жалко только, конечно, что Антону Павловичу недолго пришлось пожить. От известной болезни он скончался преждевременно, но успел оставить очень много интересных рассказов, повестей после себя. В общем, классика русской литературы. Оба. Ну, а это что? Крым. Ласточкино гнездо. Кстати, вот его недавно реставрировали. Вот видно, да? Такой вид, что вот вид на Ялту там открывается. Прямо так снято. Это сзади получается. С какого-то берега, да? Берега. Фотография. Крым. Дальше. О, тут два магнита у меня. Омск. Город Омск. Сибирский культурный, научный центр. Короче, большой город, миллионник. Вот там вот этот такой фонтан еще. Стоит он на Транссибе, город этот. Транссибирская магистраль, которая соединяет город Москву с Владивостоком. То есть она проходит, по сути дела, через всю Россию. Интересный город. Так, отметочку делаем. Омск. Омск, Томск. Вот видно, да? Новосибирск, Кемерово, Красноярск. Черский. Черский. Вот кто знает, где Черский? Видим мы здесь такую лесотундру, как бы, да? В то же время река, да, это у нас или что? Угу. Черский находится в Якутии, Арктика. Сейчас я вам покажу примерно, где это. На краю света находится Черский. Вот. Вот если брать дальневосточный регион, то вот здесь вот это республика Саха-Якутия, то сам поселок Черский, где находится за полярным кругом на берегу Ледовитого океана. Так, Черский. Поселок городского типа. Ну вот река есть там такая, как... сейчас название я вам скажу. Чингисуловый. Город городского типа Черский. И что такое? Почему он не показывает название реки? Все показывает. Название реки. Дайте-ка какое-то отображение другое. Поставлю, что ли. Поселок городского. Ну ладно, что-то какой-то Яндекс.Карта, они какие-то непонятные. Почему-то реку показывают, название реки не показывает. Сочи. Город Сочи, Олимпиада. В каком году у нас была Олимпиада? 2000? Я уже забыл. Вот Олимпийские Сочи, магнитик с того времени. Ну, относительно недавно он был, да? Тут мы видим талисман этих Олимпийских игр.
Вот такой вот он шикарный. Много денег было, конечно, истрачено на эту Олимпиаду, но благодаря этим деньгам Сочи преобразился. Там понастроили очень много всяких разных объектов, инфраструктуры. Вот Ласточкино гнездо, это вид немножко с другого места. Это Большая Ялта, район Гаспры, район Гаспры. Вот это вид снизу, с корабля, когда подплываешь, вот так вот, так она красиво смотрится. Недавно ее реставрировали, и теперь стала возможность вот по этим ходить даже, вот посюда. Раньше там закрыто было все. Дальше. Какой он тяжелый. Вот этот магнит такой тяжелый, а? Севастополь. Чуть ли не такая резинка какая-то. И вот на нем такая вот красивая, смотрите. Почти как голография. Вот так вот все переливается. Севастополь. Мы видим здесь памятник затонувшим кораблям. Там артиллерийская, как она называется, оборонительная система видим. Як вот. Город Севастополь, Крым. Дальше. Коктебель. Вот этот магнитик, кстати, он нарисованный вручную на деревяшке, видите, да? То есть сколько тут труда. Коттебель. Такой магнитик мы там взяли, когда в этом Коктебеле были. Интересный. Там артисты выступают и так далее. Музей Волошина. Натуристы и так далее. Так, село Морское, тоже Крым. Рядом. Морское. Алушта, после Алушты, он находится, этот поселок Морское. Видим здесь набережную, получается, да, пляжную зону. И вот там где-то храм-маяк, да, должен быть, вроде бы морской, если я не ошибаюсь. Так, наберем Морское. Округ Судак, Республика Крым. Посмотрим. Да, вот где Судак получается, да? Приветная. Ну это получается после Малореченского, да? Морское. Это получается, вот где, сейчас я вам покажу. Видно? Вот Новый Свет, вот сам Судак и Морское получается, вот оно, точечкой отмечено. А сюда дальше уже есть, если ехать будет Приветная, Рыбачинская, Малореченская, Солнечногорская и Алушта. Правильно? Так, дальше. Никитский ботанический сад. Поселок Никита. И вот такая беседка в Никитском ботаническом саде. Никитский ботанический сад давным-давно, еще в 1800 каком-то году был основан. Поэтому его история такая древняя. Там интересно походить, конечно. Там всякие разные выставки роз и так далее бывают. И других цветов. Там их выращивают, потом туда люди приезжают и смотрят. Вот сам Судак. Там Судакская крепость генуэзская. Вот мы видим, да, ее. Вот там на дальнем плане Меганом. И вот сам вот Судак. Вот такой вот он. Вид с горы.
Дальше. Солнечная долина. Солнечная долина чем известна? Тем, что там выпускают хорошее вкусное вино. Находится оно между Меганом и Судаком. Там больше всего солнечных дней в году во всем Крыму. Поэтому там сложились такие интересные условия для выращивания винограда, и вино из него получается очень такое вкусное. Дальше. Бэйдайхэ. Китай. Курортное местечко на побережье. Какое там Китайское море, да? Вот Бэйдайхэ. Видим здесь вот пагода там, да? Такая вот классическая картинка. Море. Птица какая-то, чайка летит, да? Бэйдайхэ. Иваново. Город невест. Тут видим невесту здесь. Видно, да? Она придет она, значит, вот таким образом, по старинке еще. Сидит она в кокошнике, так нарядно одета. Но обычно, по-моему, так нарядно не одевались на повседневку, тем более работая, а как-то попроще. Но здесь вот ее так изобразили. Западнее ой, вернее, северо-восточнее Москвы находится город Иваново. Тарханы. Лермонтовский музей-заповедник. Тарханы. Лермонтовский музей-заповедник. Такой вот дом-музей. Ну и где у нас Тарханы находятся, кто знает. Тарханы. Лермонтовский музей-заповедник. Лермонтово. Село Лермонтово. Там есть поселок Лермонтово. Пензенская область. Вот это где находится. Представляете? Пензенской области. Пензенской области. Лермонтовский музей Тарханы. Дальше. Следующий магнитик. Коломенская. Коломенская, ну, Подмосковье, да? Вот тут такой исторический объект. Какой-то терем или что это? Коломенское. Ломенское. Музей-заповедник. Ну да, совсем рядом получается. Считайте, это Москва. Музей и заповедник Коломенское. Так это внутри находится. Москвы. Да, внутри Москвы находится. Коломенское вот. Такие терема старинные. Кто был, ставьте лайк. Адлер. Фонтан дружбы народов. Вот в Адлере такой фонтан есть. Дружба народов. Адлер — это Сочи у нас, да? Самая, какая она получается, южная, ну, граница с Абхазией. Фонтан дружбы народов. Красиво там в Адлере. Море черное. Крым. Успенский монастырь. А вот туда можно сходить на экскурсию в этот монастырь. Оттуда виды, конечно, шикарные. Виды шикарные. Так, мы, короче, смотрим магнитики. Вспоминаем, где были. Ялтинский зоопарк. Такой вот попугай. Он там, наверное, жил, этот попугай, раз его там сфотографировали. И вот такой большой магнит сделали.
Севастополь. Ракетный крейсер «Москва». Такая мощная военная техника для обороны рубежей России. Видим там торпеды или что это? Снаряды такие большие. Мощное судно. Так, еще Иваново, да, город невест. Вот такие невесты. А мы, девки, хоть куда. Вот. А это получается герб, что ли? Вот это города. Интересно. Крым. Байдарские ворота. Тоже кто туда ездил, оттуда шикарнейший вид на море, Черное море. Там еще недалеко храм, очень красивый Фаровский храм. Одно из мест, где необходимо обязательно побывать. Конечно, Владимирский собор, это Херсонес, Севастополь. Магнитик оттуда. Так. Дальше Фарос. Вот, кстати, только сейчас говорил про этот Фаросский храм. Вот он, видно, да? Вот внизу это поселок Фарос, там санаторий. Такой большой видно, да? И вот наверху, на горке, вот этот Фаросский храм. Конечно, зрелище непередаваемое. Там надо быть и все это видеть. Церковь Воскресения Христова. Дальше. Ну, это и заграничный магнит. Читаем. Таиланд. Тапу. Исланд, Таиланд. Тапу. Остров Тапу. Так вот он изображен. Там такая интересная интересные острова. Вот такие вот все интересная, такая необычная для нас природа. Поэтому как пандемия кончится, конечно, надо ехать туда. Веселая. Ну, Крым. Веселая. Дальше. Ялта. Набережная Ялты. Всем известная. Балаклавская бухта. Балаклава. Вот видим, там музей этих кораблей, подводных лодок. И вот здесь вот марина. Очень интересное место, очень интересное место. Обязательно надо побывать там. Французский дворец, построенным графом Воронцовым в Алупке. Очень шикарное тоже такое неповторимое сооружение. Очень красивое. Дальше. Новый Свет. Ну вот это, кстати, фотография можжевельник. Угу. Очень красивые тоже места. Бахчисарай. Бахчисарайский дворец хана. Интересный тоже музей, дворец-музей. Там много чего можно посмотреть интересного. Одесса, театр оперы и балета. Вот такой вот. У одесситов есть театр оперы и балета. Шикарный тоже здание. Очень красивое. Старинное. Построено еще при царе Горохе. Ой, тоже тяжелый магнит, как этот был. Город Москва. Смотрите, как он переливается. Такое интересное
на металле, типа цветная голография, или как это, шелкография, как это точно называется. Дальше. Вот это вот магнитики авторские. Город Севастополь. Это из старины. Видно, да, такие рисунок, как старый Севастополь. Дальше. Шуя. Интересный он. Как две фотографии на одном Шуя. Ивановская область это. Так и так, да? Или так? Так, вот так вот, да, получается. Наклоняем вот такой вид, да? И вот такой вид. Магнитик тоже оригинальный. Бахчисарай. Тоже город Бахчисарай, Ханский дворец. Палих. Палих у нас там. Ой, заговорился уже. Палих рисуют. Палихская школа живописи. Там есть художественная школа, где учат рисовать вот такую вот миниатюру палихскую. Далее. Вау. Тоже такой объемный магнитик. Казахстан. Казахстан. С Казахстана вот такой магнитик привезли. Объемненький. Новый свет. Вот это ночная фотография нового света. Красивый, один из красивейших мест Крыма. Новый свет. Кто не был, съездите. Абхазия. Страна души. Да, Абхазия тоже вообще шикарное место. Такое. Мы знаем по мандаринам, но там очень красивая природа и есть где отдохнуть, действительно. Бэйдэйхэ, тоже Китай. Какой-то здесь изображен, что это повозка какая-то древняя, да, с историей Китая. Бэйдэйхэ. Там даже иероглифами надпись есть. Санкт-Петербург. Петр I на коне. Такой вот он красавчик. На запад смотрел. Поэтому и Санкт-Петербург он основал. Город Поворино в Воронежской области, озеро Ильмень. Чем-то это озеро известно, да, вот чем только я вот припомнить не могу. Воронежская область, озеро Ильмень. Дальше. Айпетри. Привет из Крыма. Ну, кто подымался, тот знает, наверное, да? Так, дайте-ка я сейчас музычку. Так, где она тут играет, эта музычка? Ну да, еще идет. Так, я ее чуть вперед мотану. Айпетри, вот видим здесь подъемник. Такая люлька поднимается. Страшное дело, конечно. Там 1, 2, 3, 4 метра высота горы. Поэтому туда, конечно, подняться это подвиг. Привет из Крыма написано. Рядом с Ялтой находится. Даже оттуда вон Ялту видно. Ой, какой тяжелый-то, а. Какой тяжелый магнит. И даже не видно, да? Северная Осетия. Осетия. Вот, смотрите. В национальном костюме девушка танцует с Осетией.
Осетинские пироги, я знаю, вкусные. Дальше Массандра. Массандровский дворец. Крым. Тоже магнитик такой оригинальный. Смотрите, как тут все почти, как он сделан, этот дворец там. Как будто бы из камня вытесан. Тоже красивое местечко. Поблизости с Ялтой. Есть массандровское вино как раз с тех мест. Крым, Чуфут-Кале. Ну, вот это вот в горы, когда поднимаешься, там такой древнее поселение. Даже там люди в горах жили прямо в этой горе. Там пещеры выкопаны, и там когда-то жили люди. И на самой горе. Оттуда вид, конечно, шикарнейший открывается. С Чуфут-Кале на долину. Так, вот какой оригинальный магнит. Магнит-открывашка, кстати, смотрите. Золотая. Рязань. 1095 год основания. Видим Рязанскую церковь. Такая вот она. И почему-то открывашка, да? Открывать. Что ей, пиво открывать? Или лимонад. Ну, все равно оригинально. Тем более, смотрите, да, у вас такая открывашка висит на холодильнике, и вы в любой момент можете достать ее и открыть бутылочку пивасика. Я люблю Алушту. Вот. Алушта всем известный город-курорт в Крыму. Очень популярный, посещаемый. Такой магнит тоже прикольный. Оттуда привезли, когда были, там отдыхали. Тут дельфинчик, смотрите. Там дельфинарий-то есть вообще? Что-то даже я не знаю. Город Москва. С Москвы много магнитов. Много раз, потому что через Москву проезжали, были там, жили. Поэтому магнитиков хватает. Кремль. Исторический музей. Вот это здание. Красноярск. Сибирь. Красноярск. Магнит сделан из деревяшки. Видите, тут клееная даже, да? Вырезано лазером, и чем склеено. Вот так вот сейчас делают. Город Москва. Опять вот такой магнит. Тут даже написано «Купола кремлевских соборов». Москва по-английски. Даже. Дальше. Такой магнит поближе. Любоморье. Видим мы, что тут достопримечательности Севастополя. Графская пристань. Херсонес, вот этот колокол. Памятник затопленным кораблям. Вот такое Любоморье. Это в Любимовке пансионат, или как он? Комплекс, короче, туристский. Вот название сайта даже есть и телефоны. Когда были там, вот взяли, нам дали вот такой магнитик они при заселении, как сувенир. Так, но это уже другая страна, Вьетнам. Нхатанг. Пальмы, пальмы, моря. Классно, вот тоже во Вьетнаме. Еще Москва. Это Красная площадь. Как туда заходить? Такой вот вход на Красную площадь через эти. Царицыно. Царицыно это... Сейчас вам скажу, где точно. Царицыно. Москва, да? Сейчас. Царицыно. Москва.
Там есть интересный парк, по которому можно походить. Царицыно. Ну да, Москва. На юге Москвы. Там вот такие сооружения. Парковая зона. Красота. Дальше ставим храм Архангела Михаила в Орианде. Такой храм, тоже шикарный храм. В Орианде написано, да? Так, куда музыка-то пропала? Куда пропала музыка? И что, я выключил? Не, пускай она играет, не так скучно будет. Тем более она без авторских прав. Архангела Михаила в Орианде. Вот такой вот храм. Там на повороте дорога. И вот на повороте стоит вот этот храм. Бахчисарай. Еще один Бахчисарай. Тоже тут немножко другие фотографии. Дальше. Гурзуф. Гурзуф. Рядом с Гурзуфом у нас что? Этот детский лагерь Артек находится. Вот на нижнем фотографии Адалары мы видим, да? Вот эти две скалы в море. Два острова, две скалы. Вот здесь вот на нижней это Гурзуфский парк. Там фонтан ночь. Интересно, красиво все. Черногорск. Это Хакасия. Вот видим, значит, герб, да, это что? Это вот видим, что там добывают уголь, другие минералы. Тоже магнитик. Таким образом из деревяшки сделан. Тут часть это лакирована. И ангелы зачем-то, для чего-то. Мисхор. Мисхор. Крым, Мисхор. Вот это, кстати, видно вот эту горную гряду Айпетри, где вот эта самая верхняя точка прямо напротив. Ну, а внизу вот эти вот санатории Мисхора. Самое теплое место, как бы считается, это в Крыму. Ну, такое по климату мягкое и закрыто вот этими горами от ветра и так далее. Поэтому здесь очень мягкий, теплый климат. Так, ну это магнитик времен присоединения Крыма к России. Крым сдан Хрущев, Крым принял Путин. Дальше. Новый Афон, Святой Источник, Абхазия. Святой Источник, Новый Афон. Кохма. Тоже магнит с этими. Это в Ивановской области находится. Город Кохма. Опять видим храм и улицу, да, улицу. Домодедово аэропорт. Вот это уже сам аэропорт Домодедово, не город, а аэропорт Домодедово. Очень большой и крупный. Сделан он заново. Там такой поток, конечно, самолетов со всего мира туда летят. Корея. Так вот. Вот так в руках буду держать. Корея. Это Южная Корея у нас. Конечно, да. Вот такой храм ихний. Видим здесь. Ялта. Опять ласточкино гнездо.
есть повторы. Барнаул. Барнаул, Сибирь. Кто знает, где находится Барнаул, пишите. Так, отмечаем. Сейчас, подождите. Барнаул. Алтайский край. Административный центр Алтайского края. Мы знаем, что в Алтайском крае есть курорт Белокуриха, где лечат кучу целую заболеваний. Там недешевое лечение, насколько я знаю. Хабаровск. Еще один магнит с Хабаровска, города с Хабаровск. Такой вот новый храм построенный. Вот сам этот город. Какое-то мемориальное место еще. Фотографии, такой коллаж. Интересно сделан на деревяшке. Вот это приклеено. Такая фотография тесненная. Дальше. Камбоджа. Из Камбоджи магнитик. Анкор Ват. С этого древнего ихнего храма анкорского. Из какой-то глины, или из чего он сделан магнит. Угу. Камбоджа, Анкор. Видно, да? Дальше. Санкт-Петербург, летний сад. Ну, не буду ничего говорить про него. Все знают про город Санкт-Петербург. Вот еще с Санкт-Петербурга, еще магнитик один. Крейсер «Аврора», который пульнул по Зимнему дворцу, из которого началась революция. Октябрьская революция. И пришли к власти большевики. Царицыно музей-заповедник, вот тоже Москва. Алупка, Воронцовский дворец. Вот еще один вид на Воронцовский дворец с этой с лестницы. А здесь мы видим Айпетри, да, вот эти вот, как они, зубцы айпетревские. Узнали, где жить наши князья. Омск. Такой интересный, даже не магнит, а, как сказать, с двух сторон. Омск. Символ зарождения духовности. Старинные здания, церкви. Так, дальше Ярославль. Город Ярославль. Из металла такой тяжелый магнит. Тут даже камушки вставлены, видно, да? Блестят они. О, как круто, да? Ярославль. Город назван в честь Ярослава Мудрого. Ой, спать охота уже. Что-то мне. Так, а у нас сейчас сколько времени-то? Даже не вижу по часам. Надо посмотреть. Омск, набережная, река Омь. Вот такой вот магнитик, довольно простенький. Вот это можно вот эту открыть здесь, достать эту картинку и сюда другую ставить. Самый такой дешевый, примитивный магнит. Вот еще один. Санкт-Петербург, крейсер «Аврора». Такой круглый на железячке. А вот это вот парк Львов Тайган. В магнит взяли в этом парке, когда были там Львов, на Львов когда смотрели, вот в Крыму. Такой вот магнитик, типа лапа тигра, да? Где, наверное, тоже сделано.
Владивосток. Еще один магнит с Владивостока. Ливадийский дворец. Ну, это известно, что Ливадия находится в Крыму, рядом с Ялтой. Ну, дворец, в котором построил себе Николай II. Правда, там ему недолго пришлось пожить. Потом началась Первая мировая война и Гражданская война. Город русской славы Севастополь. Памятник затонувшим кораблям, видим, и флаги. Андреевский флаг, флаг России и герб города Севастополя. А это что такое? Это Кипр. Протарос. Город Протарос. Такой вот, это, смотрите, остров, да? То есть это вот так Кипр выглядит в море. И там такой вот есть курортный городок Протарос. Новороссийск. Новороссийск находится он по пути в Анапу, Черное море. Это Крузенштерн, по-моему, да? Такой вот корабль, парусник. Дальше. Иркутск. Город Иркутск. Сибирь, Байкал. Вот храм такой шикарнейший, гигантский, построен в Иркутске. Вообще город интересный, конечно, исторически. Много там с таких древних зданий. Санкт-Петербург, еще один Санкт-Петербург. С этого Санкт-Петербурга магнитов целая куча. Спас на Крови и Медный всадник, памятник Петру Первому. Так, а это что такое? Новосибирск. Новосибирский театр. Вот мы видим, да, Новосибирский театр, часовня Святого Николая и собор Александра Невского. Новосибирск, центр Сибири. Сейчас в городе около 2 миллионов проживает уже человек, сколько я знаю. Красноярск, вот рядом с Новосибирском, тоже сибирский город большой, Красноярск. Мост. Мы были в Красноярске, правда, недолго там совсем находились. Судак. Судакская крепость генуэзская. Такое древнее сооружение. До сих пор оно в таком идеальном виде. Ну, его реставрируют, конечно, да. Но все равно там интересно побывать, посмотреть, полазить по этим горам. Симферополь. Город Симферополь. Столица Крыма. Мы видим здесь железнодорожный вокзал вот в верхнем левом углу. И другие сооружения. Речка там, вот, видно, текет, протекает небольшая через Севастополь. Так, о, какой шикарный, тоже везде. Почему-то Россия, Екатеринбург, Екатеринбург. А, тут по-английски написано еще. Такой храм. Но, к сожалению, что за храм не написано. Пенза. Ресторан Засека. Пенза, Россия. Вот такой там прикольный ресторанчик есть. Дальше. Город Омск. Юбилейный мост. Мостик. Тоже совсем простенький магнит. Можно вынуть эту картинку и туда другое что-то поставить. Другую картинку. Крым. Черное море. Вот. Это карта
Крыма здесь тоже как шелкография, или как это называется. Тиснение такое вот интересное. Солнечный, Джанкой, Поповка, Евпатория, Бахчисарай. Ну вот. Ставите себе план объездить все эти города. И за несколько лет вы все это посетите. Так, Москва. Крым, Судак, Генуэзская крепость. Вот она. Тоже так оригинально сделан. С деревяшки клееной. Лазерная. Лазером выжжена. Чульман. Поселок Чульман. Якутия. Вот видно, да, холод уже. Это Нерюнгринский. Рядом с Нерюнгри, ага. Рядом с Нерюнгри. Нерюнгринский район, там уголь добывают. Чульман. В Чульмане аэропорт. Так, Санкт-Петербург. Экспортный вариант. Магнитика. Дальше. Плес на Волге. Плес на Волге. Очень красивое место такое. Ага, значит, он видим там пришвартованный кораблик. Это Волга сама такая широкая. Широкая она, потому что там, сколько я знаю, какая-то ГЭС стоит, и поэтому река перекрыта. И вот она широкая. Плюс тоже очень красивое местечко. Там жил Левитан. Санкт-Петербург. Вот тоже объемный такой. Разводные мосты. И вот это вот на острове Заячьем крепость. Петропавловская крепость. Дальше. Лазаревская. Даже не знаешь, так или так поставить. Лазаревская. Это Большое Сочи. Поселок Лазаревская. Вот такой магнитик. Тоже авторская работа. С какой-то глины или что он сделан. Лазаревская. Тоже там можно отдохнуть. Покупаться. Таиланд. Еще один магнит с Таиланда. Такая вот пятка. И на этой пятке, где он проходил. Видим здесь. Это что такое? Транспорт. Ага, вас на этом транспорте встретят. Мотоцикл какой-то. Пальмы. Яхта. Море. Судак. Крым-жемчужина Украины. Новый свет. Вот видите, да? Еще Крым-жемчужина Украины. Во времена Украины этот еще магнит был сделан. По-моему, даже он из этого, из какого-то дерева. От него запах. Дайте-ка понюхаю. Ну да. Какое-то дерево интересное. Вот на нем вырезано и выжжено. Дальше Анапа. Анапа. Такой вот. Ну, это, по-моему, можно и Сочи, и Анапа, и Ялта. Везде такое написать. Минск. Проспект Независимости. Город Минск. Беларусь. Столица Беларуси. Так. Севастополь. Сапун-гора. Ну, где вот во время Второй мировой войны оборона шла с фашистами. Наши туда поднимались, очень много там людей полегло. И сейчас там мемориальный комплекс. Город Томск, еще один город Томск. Академический театр драмы, 1716 год, год основания. Такой древний город. Палех. А вот палехская живопись вот такая вот. Очень красивая. На черном. Там свои есть училище. Учат рисовать, учат вот этой школы росписи в Палехе.
Ялта. Опять и ласточкино гнездо. Уже здесь видим мы флаг Российской Федерации. Ялта. То есть магнитик уже после того, как 2014 года выпущен. Футболочка такая, да, матросская. Красиво. Дальше храм святого архистратига Михаила. Такой вот магнит. Раньше тут календарь был прикреплен. Видно, да? Вот это вот календарик висел. Ну вот то, что осталось от него. Храм архистратига Михаила в Орианде. Утриш. Утриш, Анапа, Большой Утриш. Фотографии яхты. Альгинка. Черное море. Еще один магнитик с Альгинки. Черное море. Чайка, дельфины. Один смотрит, 4 лайка. Всем привет. Город Сочи. Всем известный. Сочи Адлер, Олимпийский стадион Фиш. Вот этот факел, где огонь был зажжен. Железнодорожный вокзал, центральный Сочи, морской порт, Лазаревская. Вот, кстати, 33 водопада, дольмены. Хоста, Огурский водопад, Красная Поляна, Роза Хутор. Основные как бы достопримечательности Большого Сочи. Так, дальше идем. Благовещенск. Но это уже у нас восток России, рядом с Хабаровским. В Хабаровском город Благовещенск находится. Там река Амур, и с одной стороны китайский город, а с другой город Благовещенск. Гостиница «Азия». Фотография. Петергоф. Дворцовый комплекс, фонтановый дворцовый комплекс. Вот здесь Петр I построил как бы подобие Лувра. Ой, Версаля. Правильно, Версаля, да? В Париже. Таиланд, еще один магнитик. Лоади. Что тут написано? Маркет какой-то. В Таиланде водятся слоны, если знаем, да? Вот слон изображен. Он гребет на какой-то лодке, и у него здесь фруктики в шляпе от солнца. Оригинальный магнит тоже. Ух ты. Финляндия. Лаппи, да, или как это? Лаппи. Санта-Клаус. Смотрите, сам Санта-Клаус. Кстати, он здесь не в короткой, а в такой, это самый большой, нормальный. Он больше похож на Деда Мороза, этот Санта-Клаус. Италия, Турция, турки, почта, турецкая почта, типа с почты открытка пришла. Крым, Саки. Известный бальнеологический курорт, грязелечебница в Саки находится. Морской, еще раз, морской поселок, ага, недалеко от Нового Света. Судак. Новосибирск, часовня Святого Николая.
центре города. Эта часовня стоит. Эстония, Таллин. Таллин, Эстония. Вот такой магнитик Сталина. Тоже изображен старый город. Во всех городах были когда-то старые города. А вот этот оригинальный магнит, смотрите. Так вот надо поставить. Два магнита. Я проснулся, нет вина, да еще в чужой постели, значит точно с Будуна, значит точно в Коктебеле. А на другом магните я проснулся, есть вино, но один в своей постели, стало ясно, что давно не бывал я в Коктебеле. Два магнитика вот таких вот. Оригинально. Санкт-Петербург. Исаакиевский собор. Тоже магнит вот так вот выполнен. С какой-то глины или чего это. Керамика. Объемная. Раскраска потом. Не совсем аккуратно раскрасили, по-моему, что ли. Или это снег, что тут белое такое. Так, дальше идем. Вьетнам. Вьетнамский курорт Нхат Трэнг. Вьетнам. Туда магнитик. Деревянный магнитик. Так, дайте-ка я на удачу из Абакана. Пока вот вы поразглядываете этот магнит, я схожу за водичкой. Это у меня в горле пересохло. Горло пересохло от этой болтовни. Так, ладно. На удачу из Абакана. Вот такой вот. Храм в Абакане есть. Это что такое? Изображено у нас это подкова. Вот когда так у нас подкова, значит она должна наполняться. Когда так, значит уже все наполнено, типа такого. Я слышал. Казань. Казань. Собор мусульманский вот в Казани вот построен здесь на магнитике. Дальше идем. Так, час 30 уже стрим идет. Но я уже, похоже, заканчиваю. Гретте Херсонисос. Херсонисос. Крит. Вот такой вот. Смотрите. Домики такие рельефные. Огромные. Какой-то глины или из чего это сделано. И раскрашено вручную. Смотрите, да? Какой магнитик интересный. Дальше. Так, мы уже подходим к концу. Анапский дельфинарий Немо. Вот, кто был там, вот оттуда магнит. С Анапы. Севастополь. Памятник затонувшим кораблям. И видим мы вот это вот на истребителях летают во время парада Черноморского флота. Видим, что они пролетают прямо над памятником затонувших кораблей. Дальше. Турция. Тут несколько городов турецких. Кемер, Анталия, Сет, Алания. Витязево. Анапа. Там очень
хорошие пляжи в Витязе, вот такие песчаные, большие пляжи. Но если бы не грязь, которая там начала уже в Анапе, и вот по всему Пионерскому этому бульвару, Джемите. Так, а это что у нас за девушка? Что тут ничего не написано? Сейчас мы прочитаем. Откуда это? Севастопольский художественный музей. То есть вот это Тропинин нарисовал свою жену. 1840... не свою жену, а жену негацианта Киселева. В 1841 году. Проспект Нахимова. Вот это Севастопольского художественного музея. То, что мы там были, вот такой магнитик взяли. Это тоже Севастополь. Раки, пиво, сигарета. Прима еще, да? Папиросы Прима. Спички. 1977 год написано. Тут мелочь какая-то. Но раньше на эту мелочь можно было что-то купить. Ну, такое, да? Можно было. Израиль. Верблюд. И видим на этом верблюде израильтянина, да? Который едет по пустыне. Вот такой оригинальный магнит. Термометр. Париж, Диснейленд. За Диснейленда города Парижа магнитик. Одновременно и температуру показывает он. Дальше. Азовское море. Кто был на Азове, знает. Вот, кстати, цвет моря вот такой, это мутноватый. Там часто. Барселона, Испания. Архитектурный исторический центр. Барселона, Испания. Древний город. Барселона. Магнит с Испании. Так, еще одна подкова. У нас счастье из Хакасии. Отдых круглый год. Туманный. Такой санаторий или что там это такое? Туманный. Или поселок. Здесь деревяшки опять вырезано. Дальше. Самара. 2018 год. FIFA World Cup Russia. То есть проходил чемпионат мира по футболу. Вот, пожалуйста, в Самаре был стадион построен. Проходили игры. Санкт-Петербург. Все по-английски, все по-английски. Нет, да. Адмиралтейство, Дворцовый мост, Исаакиевский собор. Такой коллаж. С этого Санкт-Петербурга столько магнитов. Ирбис, Хакасия. Такой вот. Ирбис, это что, тигр, да? Такой вот у нас. Дальше такой оригинальный магнитик. I love from Екатеринбург. Из Екатеринбурга с любовью. Вот там мишка, куница. Еще что-то там такое. Бутылка, что ли? Что там такое изображено? Типа такой чашечки. Сималенд. Магнитик маленький тут, кстати. Кучугуры. Кучугуры. Кто знает, где Кучугуры? Кто знает, где Кучугуры? Сейчас находим. Кучугуры. Кучугуры. В Краснодарском крае. Отдых на Азовском море. Сейчас я вам покажу, где эти Кучугуры находятся. Вот. Видно, да? То есть это вот Керченский пролив. И вот здесь вот получается надо, как в Крым едете, Темрюк, Голубицкая. И вот здесь вот
получается. Вот они, Кучугуры. А если дальше ехать, то по мосту через Тамань, через Керчь в Крым. То есть Кучугуры, вот они. Тоже можно там прикольно отдохнуть на Азове. Наверное, недорого. Так, дальше идем. Москва. Спасская башня. Такая вот у нас, да? Спасская или какая это башня? Ну, похоже, судя по часам, да, что да. Туапсе. 2015 год. Сочи, Туапсе, вот рядом. Тут даже год. Единственный магнит с годом. Кучугуры опять. Это еще один магнитик. Тут два магнитика уже с Кучугур. Зова. Темрюк. Вот тоже рядом с Кучугурами Темрюк находится. Краснодарский край. Барнаул. Второй магнит с Барнаула. Столица Алтайского края, город Барнаул. Дальше. Байкал. Ну, вот эти видим. Эти зверьки, которые там, наверное, поводятся в Байкале. Охраняемый в Красной книге животное. Кстати, в Листвянке, кто будет на Байкале, там есть нерпинарий. То есть там обычно котики, там дельфины, да, а здесь нерпы, вот они, байкальская нерпа, она там всякие фокусы показывают. Тренированная, дрессированная. Так, Петергоф. Вот этот фонтан, самый главный их. Владивосток. Железнодорожный вокзал. 9288 километров до Москвы. Вот это Транссибирская магистраль. Здесь на фотографии железнодорожный вокзал. Если вы сядете там, то до Москвы можете доехать на поезде за 8 дней, по-моему, 8 дней. Назарет. Это Израиль. Назарет. Места, связанные с рождением и жизнью Христа. Назарет. Библейские места. Джингл Беллс. Москва. Год основания 1147 год. Вот, город Москва. Такой магнитик. Кстати, Ярославль тоже похожий магнит. Город Ярославль. Благовещенск. Правительство Амурской области. Вот. Дальше идем. Дальше движемся вперед. Санкт-Петербург. Храм Спаса на Крови. Там сзади Исаакиевский собор. Вот эти вот с Египта, да, привезенная сфинкс. Дальше Удачный. Поселок Удачный в Якутии. Гурзуф, Аюдак, Крым. Вот, кстати, Аюдак видно. Гора Медведь, Адалары, вот эти два острова, скалы в море. А здесь вот в этой бухте не видно, как раз под Медведь горою находится Артек, пионерский лагерь, детский лагерь сейчас. Раньше он назывался пионерский лагерь детский, международный. Крым, Масановский дворец, рядом с Ялтой. Кстати, туда не обязательно ехать, а можно просто дойти. Лазаревская, вот такой здоровенный магнит. 2009 год. Кстати, это даже не магнит, а у нас, видите, вешается. Так вот сделано на такую вот штучку.
Можно гвоздик вбить и повесить его. Лазаревское, вот это вот, поселок Лазаревское. Большое Сочи. Дальше Анталия, Турция. Ух, примагнитился. Хорошо. Кемел, Сайт, Белек, Алания, Анталия. То есть несколько здесь городов турецких мы видим. Так, дальше Барселона, Испания. Саграда Ла Фамилия. Этот храм. Очень оригинальный храм. Долго его строили. Вроде как достроили. Город Сочи. Роза Хутор. Магнитик оттуда. Красная Поляна. Роза Хутор. Это все вот Олимпиада, когда в Сочи была, вот построено было. Новый Свет. Еще один магнит с Нового Света. Красивый очень вид. На море, можжевельник. Так, и у нас уже все к концу подходит. Пересыпь. 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 Где у нас находится Пересыпь? Сейчас смотрим. Всего не упомнишь. Пересыпь. Так, давай. Пересыпь. Краснодарский край. Тоже получается это у нас рядом с Кучугурами, между Голубицкой и Кучугурами, Азов. Вот, смотрите сами. Видно, да? Кучугуры вот отмечено значком вот этим вот. Голубицкая, Кучугуры, то есть это можно туда заехать, если вы в Крым едете на машине, можете отъехать вот в Кучугуры, в Пересыпь попасть. Видим море Азовское, птички летят, облака. Красота, а не жизнь. Так, ну что, вот еще есть. Урал. Вот такое большое название. Урал. Урал. Свердловск, Екатеринбург. Оригинальный рисунок. Переливает, все блестит. Золото, что? Оригинальный. Так, и что еще там у нас осталось? А вот что у нас осталось. Магнит. Видите, да, магнит. Тут даже два магнита. Ярославль. Ярослав Мудр. Из истории Древней Руси мы знаем, кто такой был Ярославль. Ярослав. Это, видимо, он в руке держит это строение. То он город, значит, возвел, да, Ярославль. Меч в шапке такой меховой. Холодно было. В те времена было холодно. Так, и вот эти магниты. А, еще вот здесь запался магнит один. Музей имени Суворова. Кобрин. Кобрин. Где Кобрин находится? Кто знает? Оба-на. Сейчас я все тут переломаю, блин. Все переломаю. Кобрин. В Беларуси. Кобрин находится в Беларуси, недалеко от Бреста. Недалеко от Бреста. Кобрин. Угу. Там несколько километров от Бреста. Музей имени Суворова. Суворов, известный маршал, военачальник. Так, вот такой еще магнитик, смотрите.
ну, он тоже магнитится, да? Наш Крым. Он в виде книжки вот такой сделан. Крым. Карта Крыма и вот фотографии здесь. Фотографии, что-то написано. Много фотографий здесь. Самого Крыма. Завод шампанских вин «Новый свет» заложен в 1878 году князем Львом Голицыным. Массандровский завод, его, кстати, продали недавно. Инкерманский завод марочных вин. По-моему, в Ялте мы такой магнитик взяли. Судакская крепость. То есть вот такую книжку магнит берете, и в принципе все понятно про него. Сделано в России. Дворец, замок, Ласточкино гнездо. Мини-книжка с магнитом. Оригинальная. Так, еще вот эти оригинальные магниты тоже. Крым. Чтобы это такое было, кто знает, это спички сюда ложить надо. Крым. С другой стороны вот магнит. То есть вы сюда спички положили, тут у вас с этой стороны, подождите, а чиркалка где была? Где-то чиркалка была. А вот другой, смотрите, вот есть. Точно такой же. Тут спички и вот эта чиркалка. Чиркаете ее и на холодильник ее можете прикрепить. Такой вот магнит. Еще магниты вот такие вот есть. Инкерман. Вино. Разные сорта инкерманского вина. Савиньон, Шаторуш, Буссо, Пино Нуар, Мускат. Так, вот что мы видим. Это один такой у нас магнит. Второй магнит аналогичный с Нового Света. Здесь уже новосветские. Вина шампанский Новый Свет, Лев Голицын, крымская игристая, Крым, шампанское, Новый Свет, шампанское. Так. Еще с этой же серии мы были на Байкале. Вот здесь, смотрите, вина Абхазии. Вообще непонятно. А здесь мы были на Байкале. Ну, где-то они, видно, да? В одном месте делаются. А пишут разные все вот эти вот названия. То есть... А вот это массандровские вина. Пыль уже все покрылась. Массандра, Кокур, Портвейн, Мускат, Когор. Вот такие вот вина. То есть где-то их в одном месте все делают. Эти, видите, они одинаковые получаются. Они все одинаковые, видно, да? А разные просто пишут на них названия поселков. Тут вообще мы были на Байкале, а написано вина Абхазии. Тоже это все типа магнитиков. Вот смотрите, Инкерман, тут даже по-украински написано. Споживание алкоголю шкідливі для вашего здоровья. Вот, видно, да? А здесь уже ничего нету. Еще с украинских времен магнитик такой. Так, такие магниты, да? Вот такие вот магниты. Вот их тут 4 подобных магнита. Ложка магнит. Смотрите, это Тверь. Такие золотые ложки. Тут герб России. Тверь. Тоже берете, вешаете вот так. Вот он у вас висит, эта ложка. Следующий город Кострома. Тоже, видите, да?
где-то один завод клепает их. Похоже, да? Одинаковая. Коктебель, тоже ложечка. Но здесь мы видим, что здесь что-то типа налито, да? Типа жидкости какой-то. Коктебель, тоже магнитик. Тумс. И это Санкт-Петербург. Ложечка тоже с магнитиком. Так их можно все... О, боже, зацепить, короче, на холодильник. Но вот если этой ложкой еще можно что-то мешать, да, то этой... Вот это вот внутри будет мешать вам. То есть она чисто как декоративная. Вот эти ложечки. Куда-то повесить. Как память о том, что вы были. Ложка-магнит называется. Ну что, и все. И все. Но это уже не магниты, это так я просто покажу вам. Такие вот колокольчики. Это с Ейска. Такой вот звук. Тут колокольчик внутри. Язычок, да? Язычок. Можно, если у вас вы господин и кого-то хотите позвать к себе, вот так вот. Придите, помогите. А это вот такой оригинальный колокольчик с нового света. Ручная работа. Это в Судаке где-то их делают. Привозят новый свет, пишут и там продают. Ну что, вроде бы как все. Один смотрит, 4 лайка. Красота. Ну вот на этом. Сейчас я это все дело обратно вам покажу, сколько мы посмотрели. Сколько мы посмотрели магнитов за 1 час 53 минуты стрима. Сейчас такая гора. Сейчас вы увидите. Во. Вот сколько их. Видали, да? Надо хорошую стенку, чтобы их все повесить, чтобы все их разместить. Во. Целая гора магнитов со всего света, с России, с-за границы. Короче, ну, показал. Кому интересно, можете посмотреть. Наверное, стрим этот я сохраню. И посмотрю, там все нормально, если удачно. Без каких-либо лагов сильных, я, наверное, его сохраню. Ну, в общем-то и все на этом. Будем заканчивать. Стрим длился 1 час 54 минуты. Сегодня у нас 5 января 2021 года. На улице у нас холод минус 45. Туман. Выходить совсем неохота. Совсем неохота никуда выходить. Поэтому вот сидим дома. Завтра 6-е, 7-е. То есть завтра, получается, у нас будет 7-е Рождество Христово. Встречаем Рождество, сочельник. Вот такие еще куча праздников. И Старый Новый год потом. С 13 на 14. Но 13 и 14, насколько я знаю, у нас будет рабочий день. Поэтому дайте-ка я посмотрю. Так. 13 будет среда, а 14 четверг. То есть прямо на неделе, да, посреди недели. А сегодня у нас 5, завтра 6. Праздники продолжаются. Всех с наступившим Новым годом 2021, год быка. Надеюсь, что в этом году зараза хоть немножко уменьшится, и нам всем проще будет жить. Ладно. Всем пока. До новых встреч. Привет из Якутска. Завершить трансляцию.
Окей.